Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Судьбоносные события впереди. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие судьбоносные события у меня впереди? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Попрошу высшие силы, чтобы дали мне возможность ответить на все ваши вопросы и послали для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие судьбоносные события у вас впереди. Так. Ну что, мои дорогие, давайте по порядку. Во-первых, у вас выход из очень сложной ситуации. Вы найдете правильное решение, вы найдете правильную дверку, и вы воспользуетесь теми возможностями, которые вам будут даваться. У вас две дороги. Вот прям я начну сверху, да, две дороги, развилочка такая. Но и одна, и вторая дорога ведут вас в судьбу, в исполнение, в мечту. Вы как будто бы эти дороги в руках держите, но одна дорога у вас идет петляет, да, как будто бы петлю делает. Эта дорога очень манкая, очень соблазнительная. Там у вас как бы вот человек вам говорит: ну давай, вкладывайся в мой бизнес, и будет стопроцентный результат. Вот все, там мамой клянусь, да, денежка будет. А вы там идете, закладываете свою квартиру, либо там, не дай бог, вообще кредит берете, вы этому человеку верите, потому что у вас глазки горят, да, вот прям золотые огоньки в глазах загорелись, вот сами себя не понимая, верите этому человеку, несете ему свою денежку, человек денежку эту удачно принимает, да, и все, и пропадает из вашей жизни. Вы понимаете, что вас обманули. А вторая дорога достаточно такая, знаете, скользкая, она плохо освещенная, и она вас пугает. Вот вход на эту дорогу вас пугает. И пугает, может быть, кто-то из вашего окружения какими-то сложностями, трудностями. Говорит: ну не морочь голову, туда не надо ходить, там страшно, там скользко, там непонятно, неприятно. И вы понимая, что все-таки да, глаза боятся, а руки делают, вы на эту дорогу ступаете. Вы начинаете, знаете, вот идти прям на ощупь. Вы понимаете, что не все так страшно. Вы понимаете, что эти проблемы, они такие вот как мишура, да, что вы можете с ними исправиться. И все не так сложно, как вам рассказывали. Вы идете и понимаете, что эта дорога ведет вас к каким-то благам, к достижению, к улучшению, к увеличению, к получению, к исполнению вашей мечты. И знаете, в конце этой дороги вас ждет просто вот какой-то свет. Свет нереальный. Свет той звезды, которая будет вам исполнением самого заветного вашего желания. Касается ваше желание денежек, вы получите прекрасные возможности на то, чтобы разбогатеть, на то, чтобы жить спокойной, обеспеченной, размеренной жизнью. Касается ли ваше желание любви, там ждет вас прекрасный принц, который вас увезет в свое царство, королевство и сделает своей женой, своей любимой королевой, будет вас почитать и будет вам преклоняться. Желаете ли вы улучшений по здоровью? Все то же самое. Мои милые, тот путь, который вам кажется самый быстрый, самый легкий, либо на который вас особенно уговаривают люди, которые вам в принципе не очень приятны, ведь ваша интуиция вам очень хорошо подсказывает. Я, знаете, вот из песка в песок удивляюсь, насколько вот идут на мои гадания люди интуитивно развитые, кто-то прям с такими неординарными способностями, кто-то о своих возможностях знает, кто-то догадывается, кто-то вообще их отвергает. Но, милые мои, я вот честно скажу, я вижу, что ходят на мои гадания девочки, мальчики со способностями, вот как хотите. И ваша интуиция вам подсказывают, и вы многое уже знаете и про себя, и про мир, и про то, как устроена наша вот система, да. Но
неуверенность в себе есть. Вот как ни крути, а мы все этим страдаем, да, нам легче кому-то поверить, да, чем довериться своему собственному внутреннему голосу. Вот, мои милые, вам подсказочки идут. Вот на мое гадание вы зашли, может быть, на другие гадания вы заходите, вам тоже подсказочки дают. Но я всегда всем и говорю, что самый лучший друг и подсказчик — это вы сами себе, ваша интуиция, ваше сердечко и ваше внутреннее состояние. Верьте себе, верьте в свою способность считывать информацию из пространства. Вот поверьте, это самый правильный подход, и это самое лучшее гадание, предсказание и подсказочка, которая к вам приходит. Мои милые, здесь у вас два пути. Выбирайте по уму, понимаете, вот прям по уму выбирайте. И пусть вас лживые лисички, вот смотрите, прям сзади сидит такая вот хвостатая лиса и вас соблазняет, собачка прикидывается. На самом деле, не, это не собачка, это именно таки очень хитрая лисичка. Будьте аккуратны, потому что я вижу, что вас могут соблазнять. Вы ошибетесь, вы пройдете это испытание, вы выйдете из этого испытания, вы вынесете урок из этого испытания. Вот я не буду говорить, что вот я сейчас вот это рассказала, да, и меня все послушались, и никто не попал в эту ловушечку. Нет, попадутся и девочки, и мальчики, но вам нужно будет это пройти. Я вам для чего это все говорю? Я вам говорю для того, чтобы вы больше себе верили, и чтобы вы понимали, что из каждого тупикового состояния, из каждой тупиковой ситуации есть для вас выход. У вас все получится. Вы, мои дорогие, вот по этому песку, кто особенно зашел на этот песок, вот этот знак, который здесь вышел, здесь у нас двойная луна, и сюда, и туда. Это знак любимчика судьбы. Вот вы любимчики судьбы. Вот как ни крути, знайте про это. А также можно сказать, что человек родился в рубашке. Это тоже про вас. Но про эти вещи вообще нужно молчать. Про эти вещи вообще не стоит говорить. Об этом может знать мать и ребенок. Да? Ну, максимум там любимому человеку можете рассказать, но не больше. Чем больше людей об этом знают, тем меньше сила вот этой рубашки, да, энергетической рубашки работает. Так что лучше, вот если вы знаете, ваши родители говорили, молчите, не надо об этом рассказывать. Дальше смотрим. У вас здесь много знакомств. Знакомств очень как хорошего толка, так и бесполезных знакомств. Одни люди вам дают, другие люди у вас забирают. Но те, которые вам дают, эти люди вам не только дают, но они еще вас учат. Они как будто бы ваши проводники, наставники, советчики, помощники. Ведут вас вперед. Те, которые забирают, вы знаете, они могут забрать не только ведь хорошее, но и плохое из вашей жизни могут забрать. Смотрите, я научу вас такой технике. Если у вас есть что-то вам ненужное, то, что вы, например, там из одежды не носите, да, оно лежит, пылится. Вы знаете, эта вещь, она на себя забирает часть энергетики. И как ни крути, да, вот ваша энергетика, она начинает застаиваться. Если вы хотите, чтобы ваше дело, ваша жизнь, ваша ситуация сдвинулась с мертвой точки, переберите свои вещи, постирайте их в соленой водичке, да, чтобы ваша энергетика не осталась на этих вещах. И отдайте с добрым сердцем, с доброй душой эти вещи тем, кому они, например, нужны, кто нуждается в этих вещах. Поверьте, польза будет просто колоссальная, гениальная. Вы поймете, как это работает, как энергетика очень правильно циркулирует между людьми, вещами, предметами, да, вот в пространстве. Так что пользуйтесь и делайте так. Также вот люди, которые на вас посматривают, которые, скажем так, вам завидуют. Такие люди же есть в вашем окружении, и вы их знаете. Вот по этому песку я точно могу сказать, что вы догадываетесь, кто на вас криво смотрит, кто вам недоброжелатель. Вы догадываетесь, кто этот человек. Вот этому человеку крутите дули в карман. В карман, да, как дуля, фига, по-разному называется, да, ну, в общем, вот такой знак, да. Проходите вы мимо этого человека, раз, в карман ручку и скрутили эту дулю. Стоит этот человек с вами, да, подозвал, вы говорите, вот пусть на протяжении всего разговора вот эта дуля будет. Человек будет чувствовать, что ему отказывают, вот он не может с вас ни поглазить, ни энергетически выпить. То есть вот эта дуля, она как
замок, запрет. И этот человек будет потихоньку, постепенно отходить от вас. И это будет замечательно. Во-первых, вы не будете тратиться, никто не будет вам перебивать дороги, и никто не будет забирать у вас энергетику. То же самое, вот смотрите, на работе. На работе я тут советую, рекомендую вам на рабочее место, где вы находитесь, работаете, сидите, приколоть булавочки. Булавочки и прям следить за этими булавочками. Если они расстегиваются, то их нужно менять. Потому что на работе у вас тоже какие-то вот есть люди, которые завидуют тому, как вы работаете, как вы выполняете свою работу, как вы относитесь к своим обязанностям. Да? И вот люди прям аж зубами стучат, да, вот как им все это не нравится, как им не нравится ваш энтузиазм, да, как им не нравится, что кто-то вас там в пример ставит, кто-то вами восхищается. А у вас, кстати, на работе скоро очень хорошие перемены произойдут. Перемены вот прям, смотрите, для вас очень хорошие. Кто-то поменяет работу, да, перемена для вас хорошая, а кто-то начнет расти. Расти человек начнет с того, что он будет заниматься чем-то. Смотрите, либо учиться чему-то новому, либо осваивать какое-то новое дело, новую должность, и перед ним будут открываться возможности. Главное, не отказывайтесь. Я вижу, что вам будут делать предложения, но у многих будет страх: смогу, справлюсь ли, мое ли. Соглашайтесь, справитесь, можете ваше. Лишние знания никому никогда не помешали. И вам вот для вашего роста, для вашего становления как вот личности, да, карьерного роста очень нужны дополнительные знания и навыки. Поверьте, это то, для чего вы здесь вот именно на сегодняшний день работаете, вы обучаетесь, вы прокачиваетесь, и дальше будет лучше. Если вы будете буксовать на одном месте, говорить, что ой, ну мне страшно, это не мое, я боюсь, то, к сожалению, вы можете просто на несколько лет застрять в том состоянии, в том положении, в котором вы находитесь. Но если вы будете прогрессивным человеком, если вы будете вот прям, как говорится, накидывать на себя, да, и идти вперед, то, извините, тут и карьера попрет, тут и денежка пойдет, тут все пойдет, понимаете? И главное, что удовольствие от того, что я делаю, удовольствие от того, что у меня получается, вот что пойдет у вас, мои дорогие. Не переживайте, все будет замечательно. Дальше. Для тех, кто надеяться на возврат какого-то человека. Вот кто сидит и ждет, что вот человек должен вернуться, что там любовь между нами, что еще не все кончено. Да, человек вернется, но этот человек вернется в другом качестве, в другом формате, в другом состоянии. Если вы были любовниками, то вы станете друзьями. Если вы были мужем и женой, то вы станете как брат и сестра. Понимаете, вот какой-то идет... Но это как шаг вперед, понимаете? Ваши отношения в том формате, в котором были, они себя изжили. Поэтому сейчас вы будете именно улучшаться. Да? Вам не судьба быть вместе, как, например, любящие люди, но вам судьба друг другу помогать. Вот такой идет формат. Если вы ждете принца, который вот-вот должен войти в вашу жизнь, то до встречи вам осталось совсем чуть-чуть. Причем эта встреча состоится прям при очень каких-то странных обстоятельствах. Мужчина подойдет к женщине первый, и эти отношения будут очень деликатными, но при этом как-то быстро все будет развиваться, прям быстро, да? Потому что я вижу, и вы хотите, и этот человек будет на вас смотреть и будет очень так четко на вас реагировать, на все ваши какие-то знаки, на все ваши посылы. Здесь чуть ли уже не в следующем году и свадьба будет, понимаете? Вот такая идет ситуация. Мои дорогие, песок очень хороший, песок вышел добрый, и песок обещает вам очень хорошие перспективные возможности. Главное, чтобы вы были настроены и чтобы вы принимали все то, что идет вам по судьбе. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.